Ну, то, что видели, знаете, ну как, я не знаю, что построить, как построить, думаю, ну ладно, Почти как ты пришел к вот такая фотографии? фотография, то есть это какие-то у меня там серии, когда-то там что-то, мы были молодые, там что-то такое, оно перескакивает, да? То есть это вот рядом с Толстого 7, да, это сейчас Святодухов женский монастырь, он так и был, да, там Ольгинская церковь, мы это все, вот. И вот эти руины, там жили люди, потом все это пришло в упадок. Вообще центр города Витебска до, там, не знаю, там какого-то 90 там какого-то года, это вообще было просто заросли. Вот здесь вот, чтобы сказать, что это центр города, это нельзя было. Да? Разрушенный завод, где сейчас Успенская церковь, да, вот там тоже какие-то фотографии у меня. Вот, и какая-то Витьба вся там просто ивы такие стояли, там 10-метровые. Вот, ну вот как-то там они вот такие хиппи там, девушки там, чего-то они там. Вот. Можно спеть песню? А это какой Так, год? да, ну ладно, пускай так будет. Я немножко перепутал. Вот, ну, вот Белый дом это есть, да, а вот он повернулся. Так, вот. То есть я рассказал, как, ну, рост мне еще, когда мы еще в советском фото, еще так, журнал этот там, я с ним познакомился, для меня был он какой-то, выходили тогда это какой-то там 90 там второй 93-й год, может 91-й даже, ну там несколько раз, вот, так встречались, он входил все время в такой ватник такой одевает, тут медаль почему-то какая-то у него такая была, и он, значит, там все время фотографировал. Но мне было страшно вообще-то в Москве в то время фотографировать. Я немножко там снимал что-то такое за его спиной, но как-то потом убегал, потому что там постоянно ну, какие-то конфликты возникали, он там умер. Вот. И он рассказывал, говорит, когда они там поехали, вот я забыл, с кем они поехали, какие там конец 70-х годов, там, или может начало 80-х, еще Картье-Брессон был жив. Они к нему приехали, ну, вернее, они поехали какое-то там агентство устраиваться, чтобы там деньги зарабатывать, там, мы там русские фотографы, там, даешь, вот. Ну, от них там надо было фотографии и негативы. Ну, доказать, что это их фотография. Вот. Ну и получилось так, что они к Картье-Брессону попадают, и, значит, он фотографии эти смотрит, говорит, покажите негативы. Негативы показывают. Он говорит, никогда, вот все рядом, отобрал, все рядом. Никогда, говорят, вот что, по вашему мнению, вот эта вот фотография, она будет идеальна, да? Ну, все, композиция там выстроена, все это. Картье-Брессон все выбрал рядом. Поэтому, ну вот, и опять же, ну вот он такой же, да, тут же, в этом же дворике. Ну, так, тут наш знаменитый квадрат, опять, тема Витебск, э, раскраска домов, там, ну вот события, они, может, такие какие-то там, ну вот, раскрашивают, да. Но интересно, что вот эта улица Ленина, да, улица Правды, пересечение. Сейчас эта улица называется Марка Шагала. Как-то так, вот в то время, да, ну для меня ничего я уже не помню какой это год, это не помню совершенно. И, а, наверное, это к первому польскому фестивалю. Это 88-й какой-то там, или Да, да. 87-й год, я уже не помню. Первый фестиваль восьмой, Да, и 88. вот тогда вот, чтобы вот мы уже расскажем про наши традиции, Витебск там, все. И вот они раскрашивают этот домик, и вот уже там 2021 год, и так как будто, и знаешь, а сейчас что-то улица Шагала. Ну,
как будто ничего и не было, какой-то за один день, да. Главное, многие же, вот тут только нету, как кто там, Досужев, вот, Чукин. Вот они в этом дворике, потом, нет, или это там же, это уже 6/6, знаете, там, тут Киев, тут, значит, тогда у меня Пентекс был, Игорь привез с Америки, вот, в Киеве широкая цвет, вот теперь я хочу рассказать про Божий дар. Вот похож я на еврея здесь? Конечно. Вот, да, похож. Одно лицо. Одно лицо, да. Я видел Божий дар, еврея. Божий дар. Да, поэтому, знаете, вот, это не к лекции, ничего не знаете, и сейчас вот, да, давай внешность изменять свою. А это, как бы сказать, это данность, которую ты там сим победишь, да? На тебе знамя, сим победишь. Во всех условиях. Там, ты даже не знаешь свою жизнь, да, Господь Бог все расстроит, каждую там, вот. А мне же все интересно. Был молодой, сколько было темперамента, я удивляюсь, как я там, я и сейчас, наверное, такой. Уже постарел, конечно, не такой. Уже побежать, так думаешь, уже ничего себе, что-то не бежится, ничего, все бегу. Вот, и думаю, так, интересно. А тогда в курьере работал, Абазан там, Юрочка, ты понимаешь, ты сам найди какую-нибудь себе темочку там, и так ее как-то так постоянно, так это, чтобы мы так через несколько номеров там давали, понимаешь, читателю это будет очень интересно. Я так думаю, что же такое, да, не просто горячая тема, а что-то там, и значит там, вот сейчас там какой-то еврейский Новый год, а он же там в сентябре, я не помню, там, да, что-то такое, старостильно это 1 сентября, может это позже было. Потому что как-то холодновато. А может так 1 сентября. Я думаю, пойду в Витебскую синагогу. Пришел тупо. Там что-то расспросил, они говорят, да, там у нас праздник будет, там через несколько дней. Я там уже зарядился, да, там. Раз туда к ним. Они так никого не пускают. И никто не ходил особо, да, там старички только. И тут молодой что-то появляется. Спрашивают, а ты еврей? Я так, как вы думаете? Точно. Иди сюда. Один там такой старик. У тебя обрезание есть? Я говорю, нет. Возьми бумажку, пиши. Пиши адрес Новополоцк. Почему-то Новополоцк. Там очень хороший хирург, он тебе сделает хороший. В следующий раз я проверю, не будет, значит, я тебя не пущу. Но я потом приходил, никто не... Короче говоря, я свой, с этой внешностью я свой. Оп, и у нас началось вот это вот там, да. И началось, это еврейский Новый, там много всего, понимаете, это же, да, там рядышком, там что вот. Это, я не помню даже, это может какой-то 90-й год, там что-то. Это целая серия там, да, вот они разворачивают свои там свитки, там чего-то там на трубе, потом, в общем, интересно. И вот все, вот одни старики и я. Я фотографирую, там нельзя было фотографировать вообще, просто вот. Вот так внешность, так, раз. На цыгана я похож здесь. Это я на даче на своей. У меня жена сфотографировала на телефон. Вот. А потом, значит,
Так, думаю, ну ладно, пошло, поехал. Думаю, так, что же это? Теперь надо каких-то малых народов там, знаешь, ну, потому что, ну, понимаете, ну, что в редакции, да? В основном, ну, как было два фотографа там, Володя Базан, да, и я. Базан как редактор, и у него, ну, такой взгляд на мир, что вот должно быть какое-то вот, что-то вот такое противоречивое, что-то вот такое, какая-то обязательно какая-то такая тон таких-то там детей, там недоношенных фотографий. Взяли меня, значит, там какая-то периодичность была, значит, ехать с милицией, значит, ехать на какие-то там происшествия там. Я терпеть не мог. Значит, приезжаем, ну, там что-то, человек повесился. Ну, мы еще тогда, ну, представьте себе, ну, фотограф, у них там был какой-то свой фотограф в милиции, да? Ну, тоже пленка, какой-то зенит у него там был уже. Ну, что, ночью там поедет, вечером там что-то, да? Он там свое какое-то дело делал, хрясь там, что-то, да? А здесь с собой взяли фотографа. Давай фотографировать. Ну, я потом приезжаю, Володя, на следующий там день какой, он смотрит так, ну, бабушка повесилась в шкафу. Я общие планы только. Потому что, ну, как-то это все, ну, понимаете, там, это такое некрасиво все это там. Да. Вернее, некрасиво, это ужасно. Юрочка, так понимаешь, надо же было, чтобы крупным планом, потому что бабушка, понимаешь, вот она же такая синенькая, хорошая. Я говорю, Володя, какой крупный план, ты что? Вот он любил вот такие вот вещи. Думаю, ну ладно, значит, лучше я возьму какие-то темы каких малых народов. Поехал, значит, думаю, так, Рождество, так, что же Рождество, так. Ну, там церковные вещи, но они какие-то слабые всегда, там, ну что, ну свечки, там, ну что может еще быть, да. Вы же знаете, да, что я священник? Да. Вот, с 98-го года, протоиерей и так далее. Поэтому до сих пор я как бы что-то снимаю, я в церкви снимать не могу. Понимаете, ну это не, я не знаю, ну может человека, может, ну там старца, и то. Это такой мир, он вроде какой-то такой нарядный, ну как бы сказать, да, так, очень такой там полифоничный, да, там, ну если там краски, там звоны, там. А вот сделать что-то, сфотографировать, ну только ничего не получается. Ну все какое-то такое шаблонно как-то все. Даже знаете, там какие-то приезжают, патриархов, я всех патриархов снимал, да, всех там митрополитов, там, ну, прочее, там, всех, там, не знаю, там, кого. И почти ничего нет. Да. Вот, поехал к цыганам. Оба! Это Рождество. Васьковичи под Витебском. Их там сейчас нет. Нет, есть, но их самих нету уже. Их там выжили. Вот, да, цыган этих нет. И они в таких каких-то лачугах там же. Это так. Я два дня у них был, 2 дня у них там был. Тоже там. Тут маленькие какие-то. Ну ладно. Вот. А можно как-то увеличить? Нет? Вот. Смотрите, да? Разве скажешь, что это цыгане? Это какие-то там корейцы, какие-то индусы, да? Это вообще, я хотел потом, у меня есть там, я потом еще несколько раз к ним приезжал, вот, какие-то портреты им делал, вроде для них, но вот. И вот они какие-то, они вот, ну настолько они вот, ну вот сейчас таких цыган нет. Не знаю, как это. Ага, стоп. Вот, им что снег, это холодно было, да, и вот они что-то
почти босиком там. Вот их лачуги какие-то там, да. Весело. Там какое-то у них там такое торжество. На своем языке все говорят. Это пиво, главное, торты тут рядышком, много пива. А должно быть, значит, богатый стол такой, да. Должно быть всего очень много. Хотя никакого религиозного там события, ничего, никто не молился, ничего. Вот. И как это вот так обозначить, да, что Цыганщина в этом кадре. вся их деятельность, цыган, все вот они толкают, они в столб, вот они, я же даже, это столб, они уперли в столб. Вся семья, вот они же даже видят, я не понимаю, как они не видят. И они толкают его, он в столб уперся, они толкают, вот это по-настоящему все. Вот, и это, вот их, да, как, что бы они ни делали, не идут дела. Да. И вот они конкретно, вот столб, он не видит этого столба. Да, вот такие, и у них там, да, потом они рассказывали, я очень хочу закончить, там, 5 классов, например. Это уже были 90-е годы, ну, там какой-то, там, 91-й тоже опять. Мальчик вот, или там, я уже не помню, может, не этот еще, но они хотели учиться. Они хотели учиться, но или в связи с тем, что у меня есть невеста, да, вот она на выдании, девочка, 13 лет у них уже все, вот все, она выдается замуж. И у нее начинаются тут же дети, тут же хозяйство, они не... Вот. А так как верующий, там, да, ты веруешь, там в церковь, да, и давай креститься, вот. Тоже, вот, я даже не знаю, на кого не похоже. Да. Печать, а мама у них, да, вот там есть, у них кооператив, тогда же кооператив, и мама, значит, в этом кооперативе, и они взяли эти, у мамы печати, вот, и печатями все на лбу, там вот у них, там, вот, да, и он как в люди, в люди, знаешь, я хочу учиться. Даже, не знаю, натурка, как иранец какой-то, да. Вот. А цыгане одной семье, вся одна семья. А это я, вот. Это я, да, я говорю, сфотографирую на память. Вот. Кто цыган снял? Цыган, да. Я ему фотоаппарат дал. Ой, там водки, там 2 дня у них было-то вообще. Есть фотография. И у них вот здесь, значит, какие-то, они плакаты, и плакат Глебова на этот год. Да. То есть, фотографии есть, они там возле него. Так, приехал, значит, я в Ивье. Это к Витебску не относится, да? Гродненская область, единственная мечеть в Белоруссии. Так как там, я не помню, Сапега или да, кто приглашал? Витов? Да, князь, они хорошие воины, поэтому приглашал им, это какой-то там 12 век, там какой-то там 13 век, 15 век, да. И они там остались компактно, жили, и вот у них там мечеть. А вообще там интересное кладбище, там и полумесяц, и звездочка, и там и Иванов там, Ибн там, в общем, я был на кладбище, у меня много там есть, и я там разнакомил. Короче, они тоже меня не пускали, потому что я не татарин. Я там кругами ходил, потом что-то я так решил, уже зима, да, это Курбан-Байрам, зимний такой какой-то. Вот, и я решил, значит, шапку снял в кофр его, значит, и повязал себе шарф вот так вот повязал себе, и хожу там вокруг.
Ну и дедушки эти там, да, ну что, я говорю, ну сфотографировать, это же приехал из Минска. Вот сфотографировать, понимаете, такое дело. Вот весь мир про вас будет знать, что не, у нас нельзя, там ты что. Ты же не татарин. Я говорю, татарин. Так смотрел на меня. И правда татарин. Ну ладно, пойдем там, значит, к какому-то там, ну, главному там что-то такое, имам там или как он там называется. Нет, видимо, у них имама нету, но как-то у них там, ну, председатель общины, что ли. Да, староста там, ну, тот, ну ладно, ну, разрешил фотографировать. И вот они, вот в таких тоже телогрейках, вот у них там какая-то вязь, вот еще такое, вот такой на лестнице, значит, что-то там они убирают. И у них вот такая своеобразная. То есть вот так боженька дает. Ну, тут это французы приехали по обмену, ну, как-то там школы, обмен там. Вот, поэтому они такие какие-то раскрепощенные. Витебский, да, Витебский автобус? Да. Это у нас какая-то там школа на правде французская. И вот они в этом автобусе, потом мы идем по московскому, вот этот богатырь туда. И вот они такие все, знаешь, там. Даже по одежде отличаются. Да, не по поведению, там они ничего, они не перекрывали там улицу какой, ну, в смысле того, что они вели себя как-то очень даже, ну, нормально, благородно там, да, вот, но это было очень эпатажно так, знаете, ну, это какие-то просто, я не знаю, это какая-то там, типа 22 июня, там, белые ночи, Витебск. Да, ну это наш Бомонд. Там старый Томас такой был знаменитый, такая забегаловка. Кофе хороший был, да. Рыбьим глазом их так, вся такая-то улица. Вот, это в парке, так она, что-то там собачка какая-то. Такие еще стояли поилки, значит, ну, это сын, ну, это тоже не писал. Это мы делаем ремонт, вот, и он что-то так, там стулья что-то сдвинули свои, что-то я так сфотографировал. Вот, это Мишка наш. Я работал в одно время в театре зверей в Витебске. Вот, мы выезжали по всяким там колхозам, там, домам культуры, значит, там с всякими там животными. Ну, кого можно было взять? У нас верблюдица была. У меня мастерская была, где сейчас в семинарии, значит, библиотека, только вход здесь был, с другой стороны. Двери такие огромные. И такая весна, а у меня было в лаборатории, значит, и мы, значит, ездили, и все хотели сфотографироваться. Ну, тогда ж как? Там, где же сфотографироваться ребенку, да? Там, с какими-то мартышками, там, попугаями, там, что-то, с медведем особо не фотографировать, потому что опасность. Да, какие-то собачки там были, такие ручные, все время становились. Вот. Ну, я тоже все фотографировал, а они потом что-то развозили, деньги собирали, ну, в общем, кооператив такой. И у меня была лаборатория, и у меня 2 питона жило в огромных аквариумах. И они же теплолюбивые, и они красными фонарями подсвечивались. Ну, они же свет не видят, да, красный для них тоже невидим. Вот. А тепло от них идет. Ну, так как тебе красный свет, вот ты с ними и живи. Я так жил, там, кролика принесут, мне интересно было. Ну, в красном свете не снимешь ничего. А вспышка там, ну, в общем, они пугаются, нельзя было. Вот, я поэтому и видел, как они пожирают этого бедного кролика, там, это ужасно. И вот эта верблюдица Сонька, главное, когда я туда пришел работать, ну, там Павел такой показывает мне, ну, вот здесь медведь, тут лев, Ригус был, умер уже давно. Сейчас такой, который не рычит, а та рычал, там на весь, там пол Витебска слышал.
Вот. Он говорит, ну тут не подходи, значит. Ну, я им что-то, ну, я же там тоже не просто фотограф, ну, что-то помогал им, там, еду какую-то там носил, там, что-то возил, там. Вот здесь медведи, там, это так-то, 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 значит, вот будешь. И заводит, значит, такой гараж, говорит, ну, а здесь вот Сонька, а я, это конец февраля какой-то такой, говорит, все ест, все подряд ест. Говорит, видишь, лестницу съела за зиму. Ну, там высокие все эти. От лестницы, ну, на самом деле, одна вот такая и поперечинка такая. И все обгрызано. Говорит, все съедает, все вот дерево, где, все вот придет, все съест. Ну, и надо было поклеить обои. Ну, все какое-то там ветхое. Купил обои простые, значит, там, заварил этот клейстер, ну, какой там, мука, да, там, что, развел, там, поклеил, открыл двери и пошел гулять себе. Думаю, к вечеру, думаю, она там высохнет. Прихожу, Сонька залезла туда, в мастерскую, там питонов вынеслись, и жрет эти, а уже половина обоев уже съела. Половина обоев, а там еще сладкая, это мука, половина обоев уже съела. Вкусно, да. Я так, знаешь, а у меня фотоаппарата нету, да. Представляешь, такая верблюдица, пожирающая обои в комнате. Это вообще класс. Ну, в общем, да. Да, поэтому вот в центре города Витебска, да. Это Гвоздиков, да, открывает памятник. Вот, тут зацепилось, значит, вот. Третий памятник Шегал. Да, было, не давала. Вот она там за этот Василек металлические там он колки, да, зацепила, и вот она никак его это уже конец всему делу. Он еще палку потом принес, что палкой там. Вот, ну, это какие-то там такие районы. Это какой-то, мне что-то, знаешь, там, неореализм там, знаешь, там, Десика там, что-то такое напоминало. Это Андрей Пескунов такой был, и вот он там своим девушкам там шил какие-то там кожаные вещи, и я фотографировал. Вот. Мамину вуаль взял, там, так, ну вот, я люблю, то есть у меня потом что-то было в 12 часов дня, чтобы значит, там, а потом они остановить, чтобы какую-то сделать фотографию 12 часов, чтобы на ратуше было 12 часов. У меня там таких несколько. Вот. Вот Игорь Гусаков и Александр Михайлович Глебов с «Зенитом». «Зенитом». Я уже не помню почему, но с «Зенитом». Глебов, у которого были там одни Никоны, там, да, и Мамеи всякие, в то время, когда еще там, я даже не знаю, по-моему, в Витебском рабочем ничего не было, там все это каким-то, ну, не Федом, но уже не Киевом, там, 4-м каким-то еще снимали. Ну, все. Ну, все, вот фотографии все. Ну, вот, чтобы не задерживать никого. Все свободны. Все, я даже не знаю больше, что там еще показать. Белый дом. Ну, наверное, все рассказал. Ну, что из образа нельзя выходить. Понимаешь? Нельзя выходить из образа. Он всегда пригодится всем. Мы же снимаем-то образ тоже. Человек. В евреях побывал, в цыганах побывал, в татарах побывал. Да. Отлично. В попах побывал. Да. Где только не был. Она съела обои. Да. Соня потянула на... Ну, все, дорогие. Я не знаю больше, что сказать. Я люблю Витебск. Я из Витебска. Я из Витебска, Да. да. Мои памятники Ребровых стоят 1841 год. Да. Поэтому я витеблянин. И куда бы ни занесло, все Витебск.
Хотя уже, конечно, я не очень люблю тот Витебск, я сейчас не очень понимаю его. Ну, не то, что понимаю, ну, все, ну, что-то ушло, прошло. Не знаю, может, сейчас буду работать у Андрея Духовникова. Я очень рад этому. Вот, может, опять. Я работал, как я в К УНМЦ. меху придешь. А? К меху. Как? К меху. К меху? Меха. Ой, так откуда ее взять? Ты что? Есть у нас. Не, ну может быть. Ну, я не знаю. Понимаешь, это как-то для меня, я не, ну что-то, я человек, знаешь. Человек. Скажи, есть желание снимать? Субтитры есть желание? Желание снимать? Пейзаж? Нет, Не снимается. Нет, так, ну я и сейчас снимаю. Ну, просто я не знаю, оно сейчас может не в теме или там. Нет, ну я вроде снимаю, как фотограф не снимает. Покупаю пленку, снимаю на пленку. Не, ну у меня цифра есть, но я цифру, она, вы же знаете, да, там, она настолько узкая. Я уже привык, когда цифра только появилась, да, уже не помню, у кого там первая появилась, кто там у нас купил в Витебске. Не помню даже, кто купил. Хитрова, наверное, купила Белта, и мы у него там брали, что-то поснимали. Я уже привык на слайд. В принципе, когда я я же там много работал, там и в Сипопресс, там, да, там все эти, там какие-то агентства, я прошел там много чего-то. Тоже там и в Москве работал, и в Питере работал, сколько, в Минске у Тамара работал больше 3 лет, да, агентство это. Вот. То есть слайд, в основном слайд. Слайд снимал. Это черно-белое, что ну так, а в основном. Потому что агентство, да, требовало только слайд. И слайды, я, конечно, и все, слайд я выкручиваешь, ничего, они сами проявляют, да, и все отдаешь. Значит, 94 год. Королева Англии Елизавета II посещает одну страну один раз в жизни. 94 год она приезжает на 3 дня. В том числе и я снимал. Но что у меня есть только встречи на черно-белом, а слайд уже я отдавал, все, у меня нету ничего. У меня есть только черно-белое, как только мы ее встречаем. И она даже в Фейсбуке есть. Я там одну фотографию выставлял. Да. А слайд все скручиваю. В Одессе, моя любимая Одесса, я очень люблю, я много. Мы на 1 апреля тогда летали туда снимать. Там с немцами тогда, ну это тоже 12 год. Вот. И все у меня, я скручиваю, все, я даже не видел никогда ничего. Да, вот так вот. Все на слайд. А слайд это все, ты же понимаешь, уже не кадрируется ничего, да. Никакой уже там коррекции там уже ничего не сделать. Поэтому надо было. И когда я помню с этой цифрой, я уже слайдом думаю, я уже мыслю, я уже понимаю, как что, где будет, да, какой там, ну, контрастный, там, как это, широта, ну, как она правильно? Диапазон? ПДД, да, как там? Динамический диапазон, да. То в слайде он вот такой, и я вижу, как глаз видит, слайд видит как глаз. Почти. Вот слайды можно сейчас было снять вот здесь, вот все будет экран, да, все будет вот его лицо, все вот, почти все проработано будет. И потом эта цифра вот такая вот узенькая, да. Я окно свое не могу снять, потом я вижу, тупость какая. Что, хоть ты там закрути там самую низкую чувствительность, все равно ничего с этой цифрой не получаю. Я сейчас не могу этой цифрой даже. Потому что что-то такое снять надо. Ну, покупаю Ильфорд, ну, дорого, ну, D76, но все равно же проявишь, оно же. Ну, просто сканировать потом опять надо, ну. Хотя, может, сейчас я буду печатать, может. Это будет, конечно, класс. Конечно, печать это. Хотелось бы Витебские. Там есть еще какие-то у меня ученицы, не знаю, как ученики какие-то.
Вот. Тут прибегаю, ой, давай печатать. Я говорю, где мы? Собрались один раз в ванной у меня там, что-то там. Ну, это все, да. Надо, конечно, все это осваивать. И я скучаю по печати, очень скучаю. Ну, то есть И бумагу купился, и 2 года или 3 года назад в Питере, и химию всю купил, ай-ой-ой. Вот. Ха-ха. Пойдем домой. По Висевским улицам. Ай, ну вы устали и все. Что меня спрашивать? Я не знаю, что спрашивать. Что можно еще А спрашивать? можно вопрос? Вот женская фотография от мужской, чем она отличается? Ну, вроде бы снимают один сюжет. Да я ничего, наоборот, наверное, женская фотография, она более глубокая. А как женщина, переживания женщин, ну знаете как? Ты говоришь фотографировать. Ну, по своей, как бы сказать, священнической, там, долгой, мне же не надо фотоаппарат, да? Люди, я же 15 лет отслужил в областной больнице. Ну, прихавы. Священник, да, представьте себе. А на мне была еще онкология. Вот, вся вот эта областная больница вначале. Знаете, я прихожу, онкология только еще была такая, знаете, еще мало. Да. Приходит, я утром прихожу, мне там заявки, там такая-то палата, так-то, да, в онкологии, значит, там кого исповедовать, причастить, там, просто прийти, навестить что-то. Я так раз прихожу, подрядники, коридор весь раз рассыпался. Я так, какая палата, там, 15-я, там, 16 никого нету вообще, никого. 16-я палата. Захожу, тук-тук, там, тихонько, так, все, аккуратненько, да. Они под кроватью. Все под кроватью сидят, поп пришел. Это смерть пришла. А сколько раз такой, знаешь, ошибешься там, Иван Иванович, здравствуйте, это... А что вы к нам пришли? Это соседняя палата. Кто сегодня умрет? Сейчас уже, знаете, вы увидите, у нас сейчас все. Эти годы были начало, это было вообще это. Я с 98-го года, да. Поэтому это было... Вот, поэтому представьте себе, сколько у меня было там всего, мне фотоаппарат не надо. И, конечно, та жизнь, которая в женщине в каждой, она и дает жизнь, да. Столько всего там, столько любви, столько, вы же женщины, да, вы же там, понимаете, материнство там, и это, это не, да, это никакими словами, да. Поэтому если женщина там берет там, она или пишет, неважно, чем она выражает, да, это все равно выражение, там, фотографии или там, что угодно, да, она все равно сделает лучше, чем мужчина. То есть глубже, как-то это, мужчина сделает технически, там, может быть, что-то там как-то там, как-то может там, более, что сказать, профессионально, не знаю, да, но женщина... если так, знаете, вот Юлия Лоскутова моя, я, как сказать, ученица, девочка, она мне в дочке там, да, но она говорит, приходит, она, вот как рассказывает про Диму, да, вот Игорь, да, что я так не сниму, как она, я не сниму, вот я не сделаю так, гениально или я не знаю как. По Витьбе идет, она в медуниверситете работает, вот, и сюда ходит на Витьбу фотографировать. Вот этот парк. И какая-то цапля или какая-то, она так переходит, она просто тоже снимает на пленку. У нее свема такая, она там пик, там что-то. Забудет перекрутить, там у нее мультиэкспозиции по 5 штук. Да. Все равно, да, я так не увижу. Поэтому, как женская, все женщина. Наверняка она лучше сделает все. Все лучше сделает. Мужчина даже это бревно. А как же, да? Как Творец, да, что Адам,
Плохо быть одному. Создадим помощника, да. И Адам увидел, говорит, так это же я. Это же я, он себе родился. А мы же тогда не любили бы друг друга. Мы тогда не любили же друг друга. Это же я, это кости от костей моих и плоть от плоти моей. Даже по-еврейски муж Иш, а жена Иша. Взято от мужа. То есть не потому, что муж там, глава, да, все. А я так трепетно там что-то, знаешь, там в подчинении в каком-то там, без женщин мужчина не может ничего не сделать. Ничего, ни один. Даже какие-то там в наше время уже, знаете, там какие-то схемонахи, но тем не менее, да, все же вот как-то да. И иногда прислуживают им те же схемонахи. Да. Потому что это невыносимый мир был бы без вас. Невыносимый. А его давно бы не было бы уже. А кто любит будет друг друга? Откуда любовь? Мужики бы перебились, Авель, еще вся история началась. Авель убил Каина, убил Авеля, своего брата. Все, вся история началась отсюда. Понимаешь, только женщина потом уже, понимаешь, это же, ну что, женская фотография. А как ее обозначить, вот женская фотография? Все равно будет какая-то, что-то здесь какая-то, она общая, наверное, фотография, женская, как-то может. Не она интересная, но, в общем, я не знаю, может, ответил что-то, не ответил. Пойдемте гулять. Хорошо, женщина, если женская, они отвечают мне. Фотограф женщина. Кто знает. Спасибо. Ура!